Друзья, всем привет! Был небольшой перерыв, то есть ролики, как бы отснятый материал был смонтирован, через день они шли, но даже и сейчас, на данный момент, дня 4, наверное, уже нет роликов. А так, действительно, я уже где-то около 2 недель, по большому счету, рыбу не ловил. На воде я был, на воде я бываю всегда, потому что я уже не раз говорил, что нашел работу. Сейчас я работаю, рыбачить времени у меня теперь намного меньше. Но скажу я вам, моя работа связана с водой. В общем, на этих вот лодках, вот обяжка у меня по 30-м. И вот сузучка у меня на ПНД. В общем, перевожу грузы перевожу по воде. И рыбачить пока не было времени. Тем более, что был большой подъем воды. Была вторая вода. Ну, не такая максимальная, как она обычно бывает. Вот максимальный уровень. Был у меня один ролик. Вода вот достигала вот по сих пор, наверное, вот этот уровень был. Оставлю ссылочку, можете посмотреть, какая была вода. То есть она поднималась до такого уровня. В этом году такой воды не было. Ну, где-то до полбудки она прибывала. Сегодня, вчера вторая вода уже начала падать. А это как бы самое благоприятное время для рыбалки на сети. Что, все-таки зря, что ли, мы с Романом выкашивали профиля осенью. По первой воде рыбалка что-то не задалась, не получилось. Рыбы не было. Сети все закидывало. В общем, зарекался я уже, что брошу эту рыбалку. Но все-таки вчера вечером я забросил сети. Сегодня был у меня рабочий день. И вот сейчас опять же вечер. И съездим, проверим и посмотрим, что нам попалось. Закинул 3 сеточки. Я чья 40-очка. Так что сейчас поедем глянем. Ну, очень скоро, я так думаю, уже вот еще где-то вода упадет с полметра. Завтра, если не завтра, то послезавтра уже я все-таки поставлю закидушечки. Вот, не-не-не, до кустов надо, чтобы вот эти кусты не цеплять. В дальнейшем я их, конечно, выкашу. Когда появится бровка, вот я сюда поставлю закидушечки, а чуть раньше я поставлю все-таки наши продольнички и будем рыбачить на продольнике. Буквально пару слов еще для, ну, как сказать, диванных экспертов, таких, которые, злорадствуя, писали комментарии: наконец-то нашел работы. Знаете, что я им отвечу? Работы я никогда не боялся, и я всегда всю жизнь работал. Если я с определенного момента, с 17-го года, уже не работаю, так скажем, на дядю, для кого-то, под кем-то, то работа по дому, работа по огороду, по хозяйству, она всегда у меня была, есть и будет. Так что вы не думайте, что если я не работаю, то я сижу на диване и ничего не делаю. Да, сейчас я устроился на работу, потому что, как я всегда говорил, пока мне хватает пенсии, пока мне все хватает, я буду жить для себя, для семьи, для дома. Ну, сейчас наступили такие времена, действительно, что денег хватать не стало, и я просто вынужден был устроиться на работу. Но опять же я вам скажу, каждая работа должна приносить удовольствие. По крайней мере, ты не должен ощущать вот этого надзирательства сверху, можно так сказать, когда над тобой кто-то командует, или ты подчиняешься кому-то, или ты там выполняешь. Ну, не знаю, вот я, допустим, не могу быть таксистом. У нас очень много таксистов, я не могу быть. Не буду ничего добавлять, говорить лишнего, но мне просто не нравится быть таксистом. Вызвали, приехал, отвези туда, отвези сюда. Это не мое. Ну, есть еще работа там на предприятиях, скажем, складывать доски или еще что-то. Ну, это работал. Я и на такой работе работал в свое время, на пилораме. Да, но с моим здоровьем, с моей поясницей это тоже не мое долго. Да и это все полный крест на личной жизни, на рыбалке, на охоте, это все. А так, посменная работа. Посмотрим. Пока справляемся, пока работаем. С рыбалкой, да, пока вот не знаю, что будет с рыбалкой. У меня теперь выездов будет меньше.
Но будем находить время и будем выезжать. Как вот сейчас вот нашли время. Вчера вот поставили, сегодня вот выехали. Выезжаем и будем проверять. Все, короткое вступление. Это вот ответ злопыхателям, можно так сказать, которые злорадствуют. Злорадствуют не только диванные критики, злорадствуют также и некоторые блогеры, можно так сказать, неудачники, которые в жизни ничего не добились, пару сотен подписчиков, и то при помощи кого-то, и они, не получая ни монетизации раньше, они теперь просто ссут кипятком от того, что монетизацию теперь не получает никто. Никто никакого дохода, и теперь они просто в балдеже и в тасках, и не скрывая этого, пишут и в комментариях, и... В общем, сволочи, они в Африке сволочи. Ладно, это короткое вступление. Не будем об грустном, все прекрасно, все хорошо. Жизнь продолжается. Вот так вот все держим в кулаке и не расслабляемся. Ролики будут, канал Коми Рыбак будет. И мы сейчас увидим, как мы... Надеюсь, мы увидим, как мы умеем ловить рыбу. По крайней мере, мы вчера старались, съездили, поставили. Сегодня едем проверять. Погнали. Лодочка, скажу я вам, много было пар вопросов по лодке. Основные преимущества этой лодки, конечно, это вес 80 килограмм. Я ее кручу, верчу как хочу. Грузу она возит нормально. Производитель говорит 500 килограмм, но лично я килограмм 300 загружал. По волне большой ездил. Лодка, нормальная лодка. Основные преимущества — это хороший ход по мелководью. Буквально сантиметров 20 воды ей уже хватает. Не задевает винт. Это самое главное, ради чего покупалась эта лодка. Для езды по мелководью. Все, погнали. Фу, ну вот, друзья, мы и на месте. Прекрасная, можно сказать, летняя уже погода, хотя на календаре у нас сегодня 31 мая, последний день весны. И только завтра по календарю наступит лето, но лето наступило уже, походу, позавчера. Вчера уже была такая же погода, ветра нет, вот такое вот солнышко. И как мы видим, полностью залитые все луга. Вот наше озеро, где мы осенью стреляли уток, да и весной в прошлом году тоже. В этом году на озере здесь уток не было. Вот все было, все эти луга залиты водой. Это сейчас все уже скоро обсохнет. Ну что, притащили резинку. И как я вижу, сегодня мы, походу, будем с уловом. Вон, вода падает, как мы видим. Вчерашнего дня упало сантиметров где-то на 10. И вот он, первый язь. Первый язь попал прямо вот возле берега. Вижу второго, третьего, четвертого. Вот они. Пятого, шестого. Вот они, друзья. Вот они. Вода падает. Они сюда зашли на зелень.
И теперь выходит, и у нас здесь профиль, который мы выкашивали. Также мы выкашивали там дальше в кустах 3 или 4 профиля с Ромкой. Но я так думаю, я один, и мне 3 сеток вполне достаточно. Ну, что гадать, сейчас мы возьмем и посмотрим. Просто если бы, допустим, мы были 2-3, то можно было закинуть сетки еще там. Профиля мы наготовили, но Саня с Серегой на работе, Ромка меня служит. Я один остался, и везде надо успеть. И на работе, и на поле, и в поле, и в избе столько дела. Везде дел хватает. Приступаем к проверке. Приступаем к самому приятному. А самое неприятное, это когда после этой рыбалки надо чистить эти сети. О, вот это самое неприятное. И неприятно еще тогда, когда ветер. Вот это я тоже не люблю, особенно когда один. Когда вдвоем-то ладно там, ничего страшного. Когда один ветер, это пипец. И главное, только язь. Почему? Не знаю. Ни сига тебе, ну редко бывает, окунь проскочит. Сиг весь был по первой воде. Что был? Ну что, дружочки, язечки. Вот они, гирлянда. Ячья сороковка. Так что мелочевка у нас не попадает. Попадает только достойный крупный язь. Поехали. Сначала всех отцеплю, потом буду расправлять, потому что смысла нет расправлять. Вот даже сороковку некоторые вот еле ячатся. Тут по идее нужно 45-ку. Но у меня сейчас на данный момент в наличии нет таких сетей. Вот. Вот они. Вот они. Он даже вот не заячеился, просто плавниками зацепился, и все. Этот и в 50-ку влезет легко. Кабан. О. Чего, а язя у нас на Печоре хватает. Спасаешь продольники, будет язь. Зимой будет язь. В этом году что-то зимой не так, ну а так в основном этого добра на Печоре хватает валом. Я уже смотрю по размерам, которые легко пролезут через ячею. Пропускаю через ячею, а которые толстяки лучше в обратку. Так меньше сжимаются. Вот так вот получается, они сжимаются и потом быстро становятся мягкими. А так он дольше живет, до дома приезжает живой и сохраняет форму. Как мы видим, по всей площади. Вот. Видим дальше, вот опять, вот раз, два, три. Сколько. Приятно, конечно. Приятно, когда есть рыба. Но, в принципе, вот этот уже, не знаю, попробуем, конечно, снять. Зря надо было в обратку выпутать. Не лезет через ячею. Потому что он толстый. Потому что он кабан. Блин, ладно, я уже начал. Вот так вот. Потому что он, наверное, с икрой. Этот легко пролезет. Этот сороковочный. 35-ку, 30-ку я вообще не вижу смысла ставить.
Потому что это кощунство уже получается по отношению к рыбе. Это столько мелких подъязков летит. Ну да, может быть там летит несколько окушков. Но зато вот 40-ку, если окунь летит, то уже это окунь. А не окушок какой-то. Все. Вот возле берега закончилось. Вот где глубже, видать, язь идет верхом. Вот за какие-то буквально раз, два, 3, 4, 5, тут 6-7 метров. У нас вон уже, грубо говоря, пол ведра рыбы в среднем, скажем так. Все, сейчас вот это дело все расправим. Вон на глубине тоже есть язёк. Но тут еще очень глубоко получается. И язь идет верхом. Тут нужна высота сетки побольше. Где-то метра 2,5 хотя бы, или 3 метра. А так вот в среднем у меня сети 1,80 м высотой. Вот получается, где она крутанулась. Вот там вижу еще язя. И огромная дыра. Тут, скорее всего, это или большая щука, или это был здесь бобр. Скотина. Так, ладно. Пока выключаемся. Перебила кустам. Сейчас вынесу туда и распутаю начало. Друзья, распутал. Дошел до конца сети. И вот опять на мелкоте, где луг, где зелень. Вон что творится. Видите, да? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 опять язей уже влетело сюда. На глубине нифига не было. Там запутало. Вот кусты занесло. Еле распутал. Вода падает и сносит прямо в кусты. А тут на мелкоте она, получается, вот идет и гуляет. Вот здесь косяками ходит. И этого язя здесь миллиона, наверное, скорее всего. Вот в кустах по лугу гуляет. Если на одну сеть влетело пол-ведра, грубо говоря, то что уж говорить. А считай, то, что попало в сеть, оно уже все, рядом проплывет, другой уже не попадет. Потому что сеть уже запутанная. Комарье уже вышло. Все, лето началось. Как-то вот так. Ладно, с этой сеткой все понятно. Дошли до конца сети. Улов впечатляет. Пол 20-литрового ведра уже есть. Это на одну сеть. Пока выключаемся, сделаем короткое включение на второй сетке. А здесь у нас сеточка 40-ка капроновая. Это подарок у Ирины от Ирины Барановой с Питера. Ирина Баранова, это кто еще не знает, мой друг, который вяжет мушки, нимфы, делает мормышки, чертики, ну все, что связано с рыбалкой. Вот, я вижу уже палка шевелится, значит, я здесь есть. О, сеточка капроновая, 40-ка, но что я вам хочу сказать, по высоте она очень и очень низкая, где-то метр, наверное, только. Вот она. О, слышу, кто-то дергает. Вот она по высоте у нас вообще ни о чем. Даже меньше метра, наверное, вот. Полметра, ну. Язи врюхались вон, как мы видим. Так что, Ирина, спасибо тебе. Она, хоть и написано, что 40-ка, но мне кажется, даже ячея чуть крупнее. Потому что вот крупный язь спокойно пролетает через ячею. Это, наверное, даже ближе к 45-ке где-то. Я представляю, если бы эта сетка была высотой 1,80 м или 1,2 м где-то, сколько бы рыбы было. А так она вон, ну, детская, можно сказать. Это на глубине
до метра ловить такой сеткой. А здесь глубины хватает, мама, не горюй. Ну, по-любому, Ирина, спасибо. Есть и мелкие места, да и вода тем более падает, так что пусть стоит. А вот и окунь. Вот и окунь полосатый. И он, как мы видим, 40-очку. Прекрасный экземпляр. Видно, да, надеюсь? Так, мы тебе попробуем распутать в обратку. Расщеперился. Нет, в обратку, наверное, не получится. Не люблю работать в перчатках, но сегодня вынужден надеть перчатки, потому что поранил руку. Наложили пластырь с мазью для заживления. Конечно, чтобы меньше грязи хоть попало, чтобы не было заражения. И все. Здесь вот глубина. Да и она получилась почему-то у меня перетянутой немножко. Немножко надо дать слабину, чтобы больше легче было запутаться. У меня палки были готовые эти уже. И я дотянулся, натянул. Неправильно. Надо все-таки, чтобы вон видно, что рыба здесь была. И рыба отсюда ушла. Потому что, я надеюсь, никто же не проверял здесь. Свои-то точно деревенские не проверяют. Были бы чужаки, наверное, бы проверили бы вместе с сетью. Я так думаю. Ну, не знаю. Почему-то сеть пустая. Сколько там? 3 или 4 язя и окунь. Вот еще вижу язя. Ближе к траве, ближе к меле. Вон, да, все. Нет, это просто на глубине. Язь прошел верхом. Потому что сетка низкая. А где вот здесь мелко, потому что вон уже трава, видать, вон уже запутались. В общем, надо сети высотой не меньше 1,80 м, а по весне можно и повыше. Ну все. И на том хорошо, и на этом спасибо. Так что, Иринка, язяму на твою сетку поймали. Теперь осталось посолить его, в леднике подержать немножко, чтобы хорошо просолился, закоптить. И жди, Ирина Батьковна, посылочку с копченым язиком. Ну вот, что у нас там, ведро еще не полное. Один единственный окунь среди царства язей. И у нас осталась еще одна сетка. Корейка. Как я не люблю ее проверять. Кто-то мне писал, финка это говно. Финка это нормальная сеть. Легко и просто на нее рыбачить. А вот с корейкой, да, корейка это реально говно. Но еще раз повторюсь, сетями я рыбачу редко, сетей у меня мало. Можно сказать, даже очень мало. То, что есть, на то и ловлю. Это сезонная рыбалка, буквально день-два, вода упадет. И здесь будет уже лягушачья лужа. Ни одной рыбки здесь не будет. Ну все, встречаемся на третьей сетке. И посмотрим, что нам дала корейская. В общем, у нас 3 сети. Одна сетка у нас 40-ка с лески, финка. Одна с капронки, низенькая сеточка.
И одна сетка у нас корейка. Вот здесь место тоже, профиль с Ромкой рубили. Можно сетку поставить, но не поставили. Но место есть. Так что на следующий год Ромка приедет вдвоем. На двоих можно больше сеток ставить. На человека можно 50 метров сетей ставить. На двоих можно уже 100 метров. Так что Ромка приедет. Мы здесь еще пару-троечку сетей натюкаем. Так, и вот наша кореечка. И как мы видим, здесь что-то тоже не густо. Вот язык есть один. И кто-то языка этого хотел покушать. Щука, наверное, вон следы. Ага, следы зубов от щуки. Атаковала щука. Язя. Сама не запуталась. Это произошло недавно. Ни хрена себе, представляю размеры этой щуки. Вот там дыра-то, наверное, есть от этой щуренции. Блин, вот не люблю я эту корейку. Вот это действительно говно, не сетка. Везде цепляется. Но это, наверное, у меня тоже где-то не 40-ка, а даже 45-ка, наверное. Вон ячея здоровенная. Вон еще язык. Зато размер так размер. Стоять. Зацепилась, что ли, куда-то, но отпуск куда-то снесло течением в кусты. Тут-то мы профиль вырубили. На следующий год, если что, вот эти кусты тоже надо будет вырубить. Зацеп. И сейчас этой сетки будет конец фильма. Так, языка мы спасли. А сетку не знаю. Ага, вон. Видно коряги. Ну и бог с вами. Порвется, выкинем, да и все. Вон еще третий язык. У всех лучше сработала первая финка. Сами видели, там набабахало, так набабахало. Так, ну ладно, это процесс муторный. Сделаем включение в конце этой сети. Я так думаю, здесь на глубине точно ничего не будет. Ну вот и все. Закончили нашу проверку сетей. 3 сеточки у нас. Вот улов. Грубо говоря, ну, это у нас 20-ка. Килограмм 15, наверное. 13 точно есть, наверное, я так думаю, рыба. В принципе, вчера поставил, сегодня проверил. Да, это рыбалка. Сейчас будут многие писать браконьерская, туда-сюда. Испокон веков наши отцы и деды ловили именно так. Именно весной, по профилям, на сети. И всю жизнь были с рыбой. Это во-первых. Во-вторых, у нас эта рыбалка не запрещена, а разрешена до 15 июня. Рыбачить на сети можно, потом с 15 июня уже нельзя. 50 метров на человека это разрешено по закону. Ну а в-третьих, я вам скажу, друзья, у нас на Печоре развелось язя очень и очень много. И пора уже за вылов язя давать премию, не то что наказывать, потому что это язь как саранча. Скоро у нас на Печоре не останется благородной рыбы, потому что
эта рыба хищник. Она питается не только червяками, травой, она также в огромном количестве поедает мальков, молоть рыбы, молоть того же сига, хариуса, тех же язей. Говорю, у нас раньше столько язя не было. Сейчас в последнее время развелось очень и очень много. Так что урон природе мы точно не наносим, потому что с каждым годом, несмотря на то, что его ловят ведрами, мешками, бочками, его становится язя все больше и больше. Благородной рыбы хариуса сига становится меньше. Про семгу Нель мы уже промолчим. Этой рыбы у нас уже давно нет. Вот, как-то вот так. Вот такая у нас получилась сегодня рыбалка. Рыбу ловим, рыбу будем ловить. Канал жив будет. Ну, а тот, кто не подписался на Яндекс.Канал, сколько у нас? 1300, что ли, подписчиков. Знаете, что сейчас вот у меня был перерыв на Ютубе, а я на Яндекс.Канале ролики идут каждый день. Есть время, я туда закидываю пачками старые ролики. Ну как старые? Сейчас у меня как раз там идут ролики 2020 года. Рыбалка на продольнике. Каждый день в 3 часа на Яндекс.Канале новая серия канала Коми Рыбак. Рыбалка всякая. Рыбалка на продольнике, рыбалка на спиннинг и все такое. Есть возможность, я закидываю туда каждый день по ролику. Так что переходим по ссылочке на Яндекс.Дзен. С Рутубом, да, пока некогда. Но есть и у меня канал на Рутубе. Тоже можете подписаться в скором времени. И туда буду старые древние ролики кидать. Тот, кто не смотрел, посмотрите. Мне даже самому бывает очень интересно. Когда загружаю ролики, бывает, залипаю и смотрю, как бы прикольно и интересные рыбалки есть. Вот, как-то вот так. Стараемся везде работать и на платформе Ютуба, пока его не закрыли, несмотря на то, что отключили монетизацию полностью. Также работаем. О, утки, уточки. Вон 2 чирочка. Охоту, я уже повторюсь вам, закрыли давным-давно. А даже если была бы она и открыта, вот когда уже зелень, когда уже утка сидит на яйцах, уже все. Рука не поднимается просто стрелять этих уток. Да, когда они прилетают, тем более вот эти чирочки, что остались, это скорее всего уже останутся здесь гнездиться. Это уже местные черки получаются. Перелетная уже вся давным-давно улетела. Утки в этом году было не так-то много, но мы поохотились. Ну все, друзья, хорош болтать. Давно не виделись. Хотелось просто поговорить. Подписывайтесь, друзья, на каналы на Яндекс, на Рутуб. Ну а кто на Ютубе, тот уже настоящий друг. 1078. Вот еще уточка. 2 залетали. Начало темнеть, вечереть, утка летает. Так что осенью утка будет и охота. До новых встреч, друзья, на канале. Не знаю, сниму ли я еще следующую проверку. Одну и то же снимать неинтересно. Если что, пишите в комментариях. Нужна вам такая рыбалка показывать? Или вас от нее тошнит и лучше не показывать такой способ ловли? Жду комментариев. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак.